Салям алейкум, здравствуйте, с вами Эльдар Шарипов. Я рад приветствовать каждого из вас и с удовольствием поделюсь с вами интересными рецептами. А приготовлю я сегодня фаршированную перепелу, салат с креветками и рахат лукум. А начну я с приготовления перепелки. Для этого нам понадобится сама перепелка, мы сейчас аккуратненько зачистим ее. Есть такие нюансы, как третья фаланга, мы удаляем, потому что мяса как такового там нет. При запекании она почернеет, будет сухая, она нам не пригодится. И после отделения фаланги удаляем шею. То же самое мы проделываем с остальными. Перепелка, как вы все знаете, считается диетическим продуктом. Мясо имеет нежную текстуру, отлично сочетается с многими интересными блюдами. К ее дополнению можно использовать большое количество гарниров. Вот так вот зачистили, отставим. Перепелки у нас готовы, а сейчас мы будем подготавливать фарш. Нам понадобится лук, пару головок. Лук мы нарежем мелким кубиком. Лук в процессе приготовления даст свою сочность, подчеркнет структуру мяса. В давние времена перепелок ловили в дикой природе, соответственно, мясо считалось дичью, но на сегодняшний день чуть все изменилось, и реалии таковы, что перепелку спокойно выращивают в домашних условиях, в производственных условиях. Есть целые птицефермы, где выращивается этот интересный продукт. Можно увидеть перепелки как на прилавках рынков, так и на прилавках супермаркетов. Этот продукт сегодня пользуется популярностью. Многие домохозяйки уже научились правильно его готовить. Сегодня мы будем фаршировать ее не просто луком. У нас еще есть курдюк. Курдюк даст сок, интересный вкус, даст насыщенность мясу. Мясо при запекании не будет сухим, напитается курдючным жиром, и мы получим интересную вариацию чудного блюда. Не обязательно какая-то определенная нарезка, но я рекомендую резать небольшим кубиком, чтобы жир сильно не чувствовался, потому что начинка не просто будет идти как маринад, который просто даст вкус и сочность, но она будет являться неотъемлемой частью этого блюда. Курдюк вообще универсальный продукт, способствует заменителям масел. На курдючном жире мы знаем, что много что готовят, и в данном случае он тоже послужит дополнением в качестве того самого сока, того самого жира, который даст мясу сочность и подчеркнет его нежную текстуру. Дорезаем наш курдюк, берем полусферу, сразу можно переместить лук и курдюк в нее. Берем нашу говядину, снимем жир, нам хватит курдючного жира, лишний жир не нужен. Зачистим. Мясо можно использовать любую часть, главное просто зачистить ее хорошенько от жилок, от твердых соединительных тканей. А можно взять готовую мякоть и облегчить себе задачу. Нарезаем такими вот пластами, пройдемся вдоль. Дорезаем нашу говядину. Композиция будет интересная, потому что мы получим и нежное мясо перепелки, и другую структуру будет исполнять наша говядина. Перекладываем нашу нарезку в миску. Дело осталось за малым. Доведем до конечного результата. Нам понадобится соль.
черный душистый перец. Здесь уже по вкусу, по желанию. Я люблю это вымешивать руками, так как я чувствую продукт, чувствую его текстуру. Отставляем наш маринад. Перед тем, как мы начнем фаршировать перепелок, сделаем такую волшебную вещь. Добавление яйца перепелиного в наш фарш. Это даст фаршу в процессе приготовления скрепиться, чтобы вся начинка имела небольшую целостность. И вот этот сок весь остался внутри. Перемешаем. Отставляем наш фарш. Переходим к самому интересному. Аккуратно будем заполнять нашу перепелку начинкой. Процесс незамысловатый, процесс идентичен с фаршировкой перца. В данном случае за место перца у нас не менее интересный продукт в виде перепелки. Вот таким образом мы заполняем наш перепелок. Практически весь процесс готов, осталось дело за малым. Мы достанем наш противень, смажем немножко его маслом. Выкладываю наших перепелок, даю между ними небольшое расстояние. И остались последние штрихи, мы немножко сверху подсолим. Я не буду брать их в руки, обсыпать их солью, натирать их. Это незачем. Немножко подперчим. Немножко мы сверху смажем их маслом. Итак, наши перепелки готовы. И сейчас я буду отправлять их в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. А пока наши перепелки запекаются, я приготовлю салат с креветками. Для приготовления нашего салата нам понадобятся такие ингредиенты, как креветки, авокадо, лимон, сыр моцарелла, помидоры черри, перепелиные яйца и специи. Начнем с самого трудоемкого процесса. Почистим авокадо. Авокадо – интересный экзотический плод, богат витаминами. Из авокадо готовится много интересных салатов, блюд. Из авокадо готовится всем известная гуакамоле. Авокадо добавляется большое количество салатов. Из авокадо делают заправки к салату. Про авокадо можно говорить много. Скажем о самом главном, о его интересном и неповторимом ореховом вкусе. Да-да, именно ореховом, потому что авокадо, когда спелый, он имеет нотку ореха. У нас авокадо будет играть роль дополнительного экзотического продукта в салате. И мы все понимаем, что тот долгий путь, то путешествие из тех стран, где он произрастает, до берегов Крыма занимает немало времени и срывает его так же, как много других плодов, чуть-чуть недозревшим, и в процессе путешествия он уже дозревает. Почистили наш авокадо. Нам понадобятся такие вот тонкие полукольца. Можно деликатно и тоненько нарезать. Именно сегменты авокадо будут красиво подчеркивать наш салат. Пока мы будем подготавливать все остальное, поставим перепелиные яйца на плиту. Нам надо сварить 3 яйца. Для этого мы возьмем кастрюльку, добавим в нее воды. Дадим воде закипеть, а пока вода закипает, мы нарежем наш сыр. В нашем случае мы взяли сыр моцарелла, всем известный итальянский сыр, очень
калорийный, интересный, но самое главное, сыр, который не перебивает вкусы. У него нейтральный вкус, но полезность от этого его считается не менее важна. Нарежем моцареллу слайсами, подрежем красивыми треугольничками. В дальнейшем мы красиво будем его выкладывать. Итак, наша вода закипела. Нам понадобится 3 яйца. Погружаем их в воду, накроем крышечкой и приступим к дальнейшей подготовке. Возьмем наши помидоры черри, порежем их напополам. Одним из ведущих импортеров этого продукта является Турция, Израиль. Также он выращивается в других странах, но сегодня его можно увидеть и на грядках наших огородов. Подрезали основные ингредиенты, а пока мы сделаем заправку для салата. Для нашей заправки нам понадобится немножко растительного масла. Добавляем грамм 15-20 будет достаточно. Добавляем прованские травы. Отрежем четвертинку лимона. Добавим лимонный фреш к маслу. Доведем все это до однородной массы. Немножечко подсолим и хорошенько вымешаем. Сейчас травы чуть раскроются, мы получим быструю интересную заправку. У нас практически все готово. Мы сейчас после приготовления яиц займемся обжаркой креветок. Креветки мы взяли королевские, они идут как варено-мороженые. На небольшом огне, секунд 10-15, дадим им корочку. Итак, прошло 5-7 минут, яйца сварились. Мы аккуратно достанем их. Стоит залить холодной водой, и при резком перепаде температуры отходит лучше скорлупа от яйца, быстрее чистится. Мы дочистили наши яйца. Теперь один из самых интересных этапов, я бы сказал, немножко волшебства. Самый главный процесс приготовления самого салата. От этого зависит его эстетика. Обжариваем наши креветочки. Я больше люблю креветки обжаренные с небольшой корочкой, так как вареные креветки все-таки будут более пресноватые. Интересная румяная корочка придаст креветкам другую текстуру. Самое главное здесь не передержать их. Все, масло достаточно разогрелось. Немножко помешивая, дадим корочку им. Мы отключаем нашу плиту. Креветки у нас готовы. И наконец-то мы приступаем к самому творческому моменту приготовления нашего салата. Для этого возьмем наш микс салата. В кулинарном мире этот салат имеет свое название. Розовый салат называется Лоло Росса, зеленый Лоло Бьондо. Если дословно переводить с итальянского, Лоло Росса означает розовый салат, а Лоло Бьондо означает зеленый. Нарвали вот такими небольшими сегментами. Сильно мелко я не рекомендую рвать, потому что если салат нарвать мелко, потом его заправить заправкой, салат упадет, он не будет иметь свою эстетику. Небольшими кусочками нарвали. Сейчас мы будем оформлять. Еще раз вымешаем нашу заправку, потому что при небольшом промежутке времени маслу свойственно отделяться. Мы перемешаем, вот получаем интересную заправку. И не заливаем нашу зелень, просто аккуратно прольем. Салат не должен упасть, он не должен быть залит. Дальше мы ставим нашу сервировочную тарелку такими незамысловатыми движениями. Вспушим наш салат, не надо его давить, не надо его прижимать. И аккуратно мы вот так вот, прям вспушая салат, чтобы он у нас не упал, выкладываем. Здесь можно чуть поиграться, отлично. И самое интересное, мы выкладываем по отдельности все наши ингредиенты. Я не стал их кидать в салат, перемешивать, потому что хочется подать небольшую картинку авокадо. Сколько угодно, можете под низ салата, сверху, сбоку. Но опять-таки раскладываем его по всей
площади. Возьмем нашу моцареллу, аккуратненько разделим, покажем, что она присутствует здесь. Вот он, самый насыщенный и любимый многими красный цвет черри. Он не просто подчеркнет салат, но даст сочность. Видите, как у нас все красиво получается. Далее берем нашу креветку и выкладываем красиво, показывая, что и креветка у нас здесь есть. И вот она во всей своей красе. Салат из легких, салат красивый, насыщенный витаминами, запахами. Мы добавим наши перепелиные яйца. Вот как у нас все красиво получилось. Вы можете вот так вот красиво пролить сверху, сбрызнуть салат по кругу. И вот теперь он будет точно вкусный и питательный. Итак, наш салат готов. И пока наша перепелка запекается, я начну приготовление третьего блюда. Мы будем готовить рахат лукум. А для приготовления десерта рахат лукум нам понадобятся такие ингредиенты, как сахар, крахмал, сахарная пудра, пищевой краситель, орехи. Мы взяли фундук, лимонная кислота и вода. А начнем приготовление рахат лукума с подготовки орехов. Для этого нам нужно очистить его от кожуры. Можно это обжарить на плите. Пока наши орехи обжариваются, мы подготовим сахарный сироп. Для этого нам понадобится 0,5 стакана сахара, заливаем сахар водой. Много воды не наливаем, потому что от этого зависит время вываривания сахара и превращения в сахарный сироп. Для этого я посоветую взять вам кастрюлю с толстым дном, для того, чтобы ни в коем случае сахарный сироп не подгорел. Хорошенько растворим наш сахар с водой. Рахат лукум является очень интересным, но в то же время легким, незамысловатым рецептом. Производитель этого чудного десерта является Турция. В Турции это целая история. Он готовится как отдельный продукт, также его начиняет, или я даже сказал бы, наполняет различными орехами. Конечно же, это и фисташки. Также его посыпает сверху разными присыпками. Сахар растворился. Сейчас мы снимем наши орехи с плиты, добавляем в наш сахарный сироп лимонной кислоты. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы сироп не застыл, то есть не превратился в камень. Для этого нам понадобится чуть меньше чайной ложки лимонной кислоты. Ставим на медленный огонь. Нам нужен прозрачный, красивый сахарный сироп. Не забываем мы все время помешивать его. Итак, пока сироп будет загущевать, мы почистим орехи, сложим их . Почистили вот такое количество орехов, нам этого хватит. Итак, наш сироп. Если вы непрерывно помешиваете, можно добавить температуру и вот так вот аккуратненько вымешивать. Сахарный сироп готов. Консистенция то, что надо. Отставляем наш сахарный сироп немножко остыть, а дальше мы переходим к приготовлению базы. Для этого нам понадобится крахмал, вода. Берем нашу кастрюльку, 0,5 стакана крахмала, высыпаем, добавляем 1,5 стакана воды, дальше ставим на плиту, вымешиваем, чтобы на дне не осталось крахмала, чтобы крахмал полностью растворился.
Крахмал мы растворили. Добавляем лимонную кислоту, пол чайной ложки. Перемешиваем. Лимонная кислота является регулятором в процессе загущения, потому что без кислоты проходит неправильная реакция, что сахарный сироп, что сама база на лукум может резко схватиться и не получит правильную текстуру. Прошло 10-12 минут, мы получили заваренную базу. Дальше мы снимаем с плиты. Такая текстура нам подходит. Пока он не схватился, нам надо добавить сахарный сироп. Немножечко его растворим. Такая клейковина получилась без комочков. Замечательно тянется. Консистенция его подошла к оптимальному виду. Сахарный сироп надо на медленном развести. И потихоньку мы его добавим в лукум. Самое главное, хорошенько вымешать его. Сейчас мы ставим на медленный огонь, добавляем краситель и добавляем наши орехи. Аккуратненько вымешиваем на медленном огне. Схватился, отключаем плиту. Вот, посмотрите, наш лукум готов. Берем подготовленную противень. Выливаем нашу смесь в форму. Выложили форму. И сейчас мы сформируем прямоугольник. Итак, наш лукум готов. Отправляем его в холодильник до его полного остывания. Пока наш лукум застывает, перепелки готовы. Достаем их. Запах не передать. Щипчиками выложим их. Вкусно пахнут. Вы даже представить себе не можете как. Перепелки готовы. Отправляемся за лукумом и будем выкладывать его на тарелку. Мы достали наш рахат лукум. Прошло 2 часа. Будем присыпать сахарной пудрой вперемешку с крахмалом. Заранее подготовили смесь. Срежем фольгу. Возьмем тарелку, высыпем часть смеси. И сюда аккуратной манипуляцией переложим наш рахат лукум. Аккуратненько снять. Если чуть где-то прилипло, можно немножко помочь ножом. Выложили наш рахат лукум. Сейчас мы присыпем его сверху смесью нашей. Рахат лукум имеет разные формы. Постараюсь его скрутить в рулет. Закручиваем рулетик. Итак, мы скрутили его в рулет. Аккуратно закручу, придам ему форму улитки. Выложим его на тарелку. Наш рахат лукум как десерт дополнил композицию наших чудесных блюд. Эти блюда вполне можно готовить на любые торжества, праздники. А сейчас я расскажу, из каких ингредиентов я это все готовил. Фаршированная перепелка. Подготовил перепелку, нарезал мелко кубиками лук и курдючный жир. Нарезал кубиком мясо, смешал в миске мясо, курдюк, лук, добавил специи, тщательно перемешал. Вбил в фарш 3 перепелиных яйца. Хорошенько вымешал фарш. Начинил перепелку фаршем. Выложил на противень, посолил, поперчил, смазал маслом. Отправил запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут. Фаршированная перепелка готова. Салат с креветками. Почистил авокадо, отварил яйца, нарезал треугольниками моцареллу. Помидоры черри нарезал на 2 дольки. Приготовил заправку. Смешал прованские травы с подсолнечным маслом, добавил лимонный фреш и тщательно перемешал. Вареные перепелиные яйца очистил от шкарлупы. Обжарил 2 минуты креветки. Небольшими сегментами нарвал салат. Залил салат заправкой и красиво выложил на тарелку. Хаотично выложил авокадо. Добавил моцареллу и помидоры черри. Выложил креветки. Перепелиные яйца
поделил на 2 дольки и украсил салат. Еще раз сверху взбрызнул салат заправкой. Салат с креветками готов. Рахат лукум. Обжарил орехи, остудил и очистил их от шкурки. Для приготовления сиропа растворил сахар в воде, добавил лимонную кислоту, тщательно все смешал, довел до кипения на медленном огне. Смешал в отдельной кастрюле крахмал с водой, добавил вторую половину лимонной кислоты, довел до кипения. Влил сахарный сироп в крахмальную пасту, тщательно перемешал, добавил краситель и орехи. Полученную массу довел до кипения. Рахат лукум отправил в холодильник на 2 часа. Крахмал смешал с сахарной пудрой, обсыпал рахат лукум. Рахат лукум готов. Спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были со мной. Изучайте новые блюда, развивайтесь в кулинарном искусстве, и ваш праздник будет всегда ярким. С вами был Эльдар Шарипов. Приятного аппетита. Аш татлы улсун.